Ну, очень приятно, конечно, что мы присутствуем на этом семинаре. Большое спасибо вам за это. Приемка свеклы в основном ведется с сахарных заводов с самого порога, с самых ворот свеклоприемного пункта. Все принимается по ГОСТу, согласно нормативной документации. Если заложено в нормативной документации принимать дегестию до 14, не менее 14, загрязненность должна быть не более 11%. Мунифицированные, зараженные и больные корнеплоды не должны присутствовать вообще. Зелени должно быть 3%. Увядающая, то есть вялая свекла должна быть до 5%. И не более 12% должно быть битой, поврежденной свеклы, которая на полях собирается свекловодами. Машина, которая заезжает на свеклоприемный пункт, она первоначальную проходит осмотр, это визуально, на брак вышки. Там стоят лаборанты, они отбраковывают машину. Если эта машина очень грязная, значит, в ней принимаются дополнительные меры какие-то. У нас сейчас все автоматизировано. Приобрели новое оборудование как в лабораторию, так и на весовой. Машина далее взвешивается на весовой, на табло высвечиваются показатели, то есть вес брута, и отправляется лаборантом-регистратором до сырьевой лаборатории для отбора пробы, чтобы определить, сколько там загрязненности и сахаринности в данной свекле. Щупом отбирается проба и отправляется на весы. Весы электронные, также автоматизированные. Высвечивается на табло количество отобранной пробы, то есть должно быть не менее 12 килограмм. Оператором РЮПРО, который управляет именно пробоотборной машиной, щупом, забивается ТТН-ка и далее уже отправляется в мойку, где моется не менее 3 минут. После истечения 3 минут автоматически открываются створки, высыпается на транспортерную ленту, где идет доочистка свеклы. То есть убираются корешки, убирается зелень, ботва, трава и грязь, которая осталась недомытая. Ну, в общем, минеральные, органические все вещества. И также отправляется на второй вес по транспортерной ленте, весы электронные, то есть это уже нетто и брутто. То есть после доочистки проверяется вес. Тот вес, который уходит второй, он идет автоматически на табло, которое установлено в УЛС, то есть в лаборатории. Там есть компьютер, и на нем отображаются все данные. То есть забитая ТТН-ка, первый вес, второй вес, разница веса, загрязненность, и далее проверяется уже сахаринность. Пилами распиливается на стружку, стружка отбирается лаборантом, ставится в дозатор на весы, отвешивается норма пробы. Далее поступает на миксер, то есть размельчает ее, все ткани, волокна, мякоть, и заливается в фильтрацию. Отжимается и делается фильтрация. Этот сок отфильтрованный наливается в сахариметр. Там сразу автоматически через 30 секунд выходят показания. Это все показания фиксируются и отправляются на табло компьютера. Там уже забито все полностью: число, время, номер ТТН-ки, который ранее был забит. То есть это значит крестьянское хозяйство, которое привезло эту свеклу. И можно в любое время открыть компьютер, посмотреть, все сохраняется в базе данных. Дальше отправляется на кагатные поля, хранится. Конечно, если свекла пришла грязная, очень много мусора, как в этом году, в те годы принимали, в 23-м году, в 22-м году, то
она забивает очень сильно наши машины, бумы, и поэтому это дорогостоящее оборудование и дополнительный затрат требует. Вот раньше такого не было, сейчас уже какой год, идет очень много поступления шлангов, то есть резиновые шланги от капельного орошения. Они заматываются на барабаны, валы, и оборудование выходит из строя. Поэтому это очень-очень влияет на показания, на всю нашу работу проделанную. Поэтому в этом году будет приниматься строго, чтобы каждый, кто привозит, пожалуйста, сразу на полях, будьте добры, добросовестно отнеситесь к работе. Очень много камней, очень много мусора попадалось. Ну да, год был засушливым, поэтому было и очень мелкой много свеклы. А из мелкой свеклы очень мало и выхода. В этом году мы приняли более 190 тысяч тонн сахарной свеклы, но сахара выработали более 17 тысяч тонн. Все. Хотя с 1 тонны свеклы можно взять 120 килограмм. Да? Ну, так получилось. Больше мне добавить нечего. Все, что хотите задать вопросы, задайте, пожалуйста. Да. У вас насчет сахаристости есть для фермерских хозяйств, которые сдают какие-то определенные нормы, например, выше 14%, или есть и надбавка, если выше сахаристость? Нет, у нас еще такого нет. Это планируется в дальнейшем, что будет обязательно, ну, как бы, учитываться и дополнительно, наверное, как-то. Это, наверное, они стимулируют. Да, это будет. Что вы говорите, требования, да, какие-то, они должны быть такими. Вот тогда у фермерских хозяйств был интерес, чтобы они... Заинтересованность, да. Заинтересованность, что они сахаристую, не просто там урожай привезли, а более сахаристые. Над этим вот работает руководство, они скажут. Гибриды тоже выбрали, раз целеустремленно сдаются заводы, уже более, сейчас, знаете же, гибриды, они есть урожайные, есть сахаристые, тем более для завода больше не урожай, а больше... Сахаров, чтобы было, да, качество сахара. Поэтому вот мое предложение, к нам тоже уже обращаются, да, фермерское хозяйство, чтобы учитывалась их сахаристость тоже, и если будет, это как бы стимулировало их тоже, чтобы для выращивания, для увеличения пассивной площади. Над этим руководство работает. В этом году, наверное, какое-то решение примут. Здесь у нас есть минимальный, сахаристость не должна быть ниже 14. Это по ГОСТу. А то, что вы сейчас говорите, за каждый процент сахаристости, это мы рассматривали, мы хотели в прошлом году применить. Но наши крестьянские хозяйства пока отказались. Но мы сейчас всем рекомендуем сахаристые сорта брать, чтобы мы все равно год-два мы перейдем. За каждый процент сахаристости будем доплачивать. Такие новшества, такие введения. Пожалуйста, все крестьянские хозяйства, сдавайте, мы очень рады. Здоровья вам, сплоченности, успехов в труде. Пусть сахарное производство процветает.